У нас новое оборудование, немножко свистит, сейчас отстроим, все будет хорошо. Я узнавал. Я рад приветствовать всех гостей, а также всю церковь на нашем праздничном, торжественном богослужении и концерте. Добро пожаловать в церковь «Краеугольный камень» города Якутска. И у нас нестандартное собрание сегодня. Если что-то пойдет вразрез с устоявшимися традициями, с вашими шаблонами и ожиданиями, я прошу вас, будьте снисходительны. Сразу стульями не кидайтесь, никого не проклинайте. Давайте радоваться. Давайте мы поднимемся на наши ноги. Как заведено у нас в церкви, мы помолимся Господу, благословим сегодняшнее собрание, и мы прославим Его. Аминь. Давайте мы соединимся вместе в молитве. Отец Небесный, Господи, благодарим Тебя за милость Твою, благодать к нам, за то, что мы можем приходить сюда своими ногами, славить Тебя, поклоняться Тебе, слышать и ожидать от Тебя. Господи, мы отдаем это собрание в руки Твои и просим Тебя о Твоем присутствии, о Твоем помазании здесь. И мы просим Тебя, Господь, пусть сердца сегодня будут наполнены радостью, Господи. Пусть не будет никаких конфликтов, никто никому на ноги не наступает, а если даже наступит, пусть будут только улыбки, Господи. Еще раз отдаем собрание в руки Твои, уповаем на Тебя и просим Тебя, Господь, двигайся, как Ты хочешь. И давайте воздадим Ему всю славу. Аллилуйя, Господь! Мы славим Тебя! Твоя любовь меня к тебе зовет, душа тебе поет.
течет молоко и мед, благословлю тебя. Благословлю тебя и в пустыне, в которой я, проходя и долиной зла, благословлю тебя. Благословение изливаешь, чтоб славить мне. Где бы ни был, чтоб ни делал, я пою тебе. Благословлю тебя, мой Господь, благословлю тебя. Благословлю тебя, мой Господь, воспою святое имя Твое. Благословлю тебя, мой Господь, благословлю тебя. Благословлю тебя, мой Господь, воспою святое имя Твое. Благословлю тебя на земле, что богато всем, где течет молоко и мед, благословлю тебя. Благословлю тебя и в пустыне, в которой я, проходя и долиной зла, благословлю тебя. Благословение изливаешь, чтоб славить мне. Где бы ни был, чтоб ни делал, я пою тебе. Благословлю тебя, мой Господь, благословлю тебя. Благословлю тебя, мой Господь, воспою святое имя Твое. Благословлю тебя, мой Господь, благословлю тебя. Благословлю тебя, мой Господь, воспою святое имя Твое. Ты можешь все мне дать, ты хочешь все мне дать, и я хочу за все тебя благословлять. Ты можешь все мне дать, ты хочешь все мне дать, и я хочу за все тебя благословлять. Благословлю тебя, мой Господь, благословлю тебя. Благословлю тебя, мой Господь, воспою святое имя Твое. Благословлю тебя, мой Господь, благословлю тебя. Благословлю тебя, мой Господь, воспою святое имя Твое. Благословлю тебя, мой Господь, благословлю тебя. Благословлю тебя, мой Господь, воспою святое имя Твое. Благословлю тебя, мой Господь, благословлю тебя. Благословлю тебя, мой Господь, воспою святое имя Твое. Аллилуйя, прославь нашего Господа сердцем и душой, мы славим Тебя, наш Бог. Есть хвала, ее не удержать, сила в ней, чтоб цепи все порвать. Не могу молчать я. Вера есть, как пламя горит она, радость есть, ее так боится тьма. Не могу молчать я. Если буря сильна, громче песня моя. Если буря сильна, громче песня моя. Послышу громко я свой голос, простираясь до небес, до небес. Послышу громко я свой голос.
Я петь буду вечно, я петь буду вечно. Возвышу громко я свой голос, простираясь до небес, до небес. Возвышу громко я свой голос, простираясь до небес. Возвышу громко я свой голос, простираясь до небес, до небес. Возвышу громко я свой голос, простираясь до небес. Возвышу громко я свой голос, простираясь до небес, до небес. Возвышу громко я свой голос, простираясь до небес. Возвышу громко я свой голос, простираясь до небес, до небес. Возвышу громко я свой голос, простираясь до небес. Я петь буду вечно, я петь буду вечно, я петь буду вечно, я петь буду вечно, буду вечно петь тебе. Аллилуйя, Господь, мы славим Тебя, Ты велик. Поддержит меня на пути моих дел, даст мне крылья и силу лететь. Ничего не боюсь, потому что со мной всемогущий и сильный Господь. Все могу силой возлюбившего моего царя. Все могу с тобой, все могу силой возлюбившего моего царя. Все могу с тобой. Поднимет меня на высоты свои и покажет мне землю с небес, и покажет мечту, что на сердце у него. Это есть спасение людей. Все могу силой возлюбившего моего царя. Все могу с тобой, все могу силой возлюбившего моего царя. Я все могу с тобой. Все могу силой возлюбившего. Все могу с тобой. Все могу силой возлюбившего. Все
все могу с тобой. Все могу силой возлюбившего. Все могу с тобой. Все могу силой возлюбившего. Все могу с тобой. Я все могу силой возлюбившего моего царя. Я все могу с тобой. Все могу силой возлюбившего моего царя. Я все могу с тобой. Еще раз слава Богу, рад вас всех приветствовать. Давайте мы ему аплодисменты дадим. Слава Богу. Это я, всем привет. У нас добрая традиция в церкви, мы обычно приветствуем друг друга. Я как-то себе слабо представляю, как мы это будем делать сейчас, но традицию мы нарушать не будем. Давайте, вот у нас есть люди, которых мы видим первый раз, которых мы давно не видели. Возьмите минимум 3 или 4 человека, подойдите и скажите что-нибудь хорошее и приятное. Как вы прекрасно выглядите, как я рад вас видеть. Будьте здоровы. Уже можно ходить, вы можете не стоять, никто не укусит. И пока мы это делаем, дети, можно вас попросить выйти вперед перед сценой? Вас видеть снова. Да, взаимно. Давид, у меня микрофон все равно заводится. Может быть, пока у нас процесс идет, отстроить. Звучит лучше, немножко свистит. Да. Итак, мы приветствуем друг друга. Дети, можно выйти вперед. Если дети стесняются, ничего страшного. Можно там остаться. Привет, я тебя помню. В прошлом году ты был, да? Да, точно был. Я тоже. Мы обычно молимся за детей и благословляем их. Благословить по-русски современным языком – это сказать благое или хорошее. Туда вниз спустись, ладно? И как мы неоднократно говорили, это важно. Важно говорить что-то хорошее в жизнь людей. Особенно ребенка, когда у него личность, она только формируется, когда только происходит становление его характера. И это здорово, когда хотя бы раз в неделю мы здесь делаем на воскресных собраниях, но мы неоднократно подчеркивали, как важно делать это дома. Как важно, чтобы родители они благословляли, чтобы они говорили что-то провозглашали хорошее. Итак, давайте мы все вместе благословим детей. Если кто-то там остался, ничего страшного, от благословений Господних не убежишь. Мы вас и там благословим. Давайте вместе помолимся. Господь, мы благодарим Тебя за каждого ребенка в нашей церкви, за всех, кто находится сейчас здесь в зале, а также за каждого ребенка, который не вышел, который где-то, может быть, на первом этаже, может быть, кто-то остался дома. Господи, мы просим Тебя, Господь, благослови их, как мы их благословляем, всяким Твоим благословением. Господи, я провозглашаю крепкое физическое здоровье прежде всего. Также дай им крепкого духовного здоровья. Господи, и дай им настоящих друзей в жизни. Дай им хороших наставников. Дай им таких людей, которые бы оказывали положительное влияние на них. На становление их как личностей. Господи, все, кто учится в школе, дай им хороших учителей, Господи. Дай им определиться с будущей профессией. Я прошу Тебя, Господь. Господи, и в свое время пусть каждый из них осознанно выберет Тебя, выберет жизнь. Я провозглашаю, что каждый из них, он будет
отличать добра от зла, будет четко осознавать, что хорошо, что плохо, и никогда не будет идти на компромиссы со своей совестью. Господи, пусть будет так. Пусть у них будет отличная работа, которую они любят. Господи, помоги им определиться в этом. Господь. И благослови их будущие семьи, их супругов, их мужей, жен, Господи, и их детей. И пусть они будут благословением для них в старости. Пусть будет так. И весь Божий народ сказал: аминь. Да будет так. Все, дети, можно спускаться. Пожалуйста, присаживайтесь. И, как я уже сказал, у нас нестандартное собрание. Сейчас я хочу, чтобы, пожалуйста, посмотрите вокруг себя, слева и справа. Если у вас есть свободные места, пожалуйста, поднимите руку. Вот здесь есть 2 свободных места, вот здесь есть места. У нас много людей, которые стоят, а есть места, которые свободны. Поэтому давайте мы что-то решим с этим. Вот здесь есть места. Если у вас стоит рядом пакет нужно убрать. Может быть, если вы чувствуете, что у вас много сил в ногах, вы молодой и здоровый, можно также встать и посадить более старшее поколение. Итак, для совсем там детей у нас есть, да, вот молодцы, на пол садиться тоже можно, у нас тепло, хорошо. Я вот вижу прямо перед собой здесь пустые места. Пожалуйста, сюда пройдите кто-нибудь, сядьте. Вот здесь, вот это вот свободные места. Ну вот как-то можно или чуть сдвинуться, и 2 места у нас там будет, и я вас попрошу сюда. Вот здесь есть 2 места. Вот 3 места прямо передо мной, прямо перед сценой. Проходите сюда тоже. Не стесняйтесь. Вот там я вижу тоже места. Пожалуйста, проходите, садитесь. Хорошо. Да, у нас сегодня не только концерт, но и цирк, я смотрю, вот на передних рядах. Как бы и на руках ходят уже. Слава Богу. Еще раз, у нас не совсем стандартный формат проведения. И мы хотели сделать концерт, который в какой-то мере будет. Но у нас есть несколько нюансов. Один из которых, что наши музыканты работают, некоторые из них, они работают в театрах, у них спектакли и так далее. И нам нужно их отпустить пораньше, поэтому у нас сначала такой блок профессиональной музыки, и потом будет блок самодеятельности, так скажем. Вот, это не означает, что будет плохо, будет хорошо. И я постараюсь заполнять паузы. Проповеди стандартной не будет. Я вас не буду сегодня многому учить, но мы сделаем небольшой экскурс. В истории я расскажу вам про Рождество, что это такое и так далее. Это вам такой небольшой анонс на то, что сегодня будет происходить. Слава Богу. Хорошо. И у нас, знаете, в этом году мы начали такую практику, мы начали зажигать свечи. Или, знаете, во всем мире есть такая традиция, или называется Адвент. Это 4 воскресенья до Рождества. Зажигают свечи. И мы объясняли, да, на самом деле, неплохая традиция. Она не несет какого-то особо духовного смысла, но это здорово делать, подготавливая свое сердце к Рождеству. И сегодня у нас осталась последняя свеча. Кто знает, что Рождество завтра, да? И я коснусь, почему у нас кто-то 25-го празднует, кто-то 7-го. Мы вообще празднуем и 25-го, и 7-го, но это чуть позже. Вот, сейчас... это же я там, наша семья сегодня должна зажигать свечку, и я там тоже должен быть. И вот здесь микрофон есть. Там у нас тоже микрофон есть. Итак, адвент в переводе с латыни «адвентус» – это значит «пришествие» или «у порога». И мы все ожидаем второе пришествие Господа нашего Иисуса Христа. Итак, дочь моя Кристина сейчас будет зажигать. Мы, помните, с вами зажигали первую свечу. Кто помнит, как называлась? Пророческая свеча. Это была первая свеча, пророческая или свеча надежды. Вторая свеча – это Вифлеемская свеча.
Третья свеча, свеча доброты, свеча пастухов. Правильно, молодцы, мне подсказывают. И сегодня мы с вами, видите, чем ближе к рождению Иисуса, тем больше света. Четвертая свеча – это свеча ангельская. И давайте мы с вами прочитаем, Илья, пожалуйста, выведи, да, Евангелие от Матфея, 16 глава, 27 стих. «Потому что придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его». И вот мы с вами через эту традицию делаем себе такую напоминалочку, что Господь придет, никто не знает когда, никто не знает, в какой месяц это будет, год, час. Он придет неожиданно и восхитит всех своих истинно верующих на небо вместе с ангелами. Поэтому все мы с вами ожидаем прихода Сына Человеческого. Адвент приходит с вестью к нам, вот первая свеча. Путь приготовьте Господу, пророк нам возвещал. Путь приготовьте Господу, пророк нам возвещал. Адвент приходит с вестью к нам, вторая вот свеча. Друг друга мы прощать должны, Господь нам завещал. Друг друга мы прощать должны, Господь нам завещал. Адвент приходит с вестью к нам, и третья вот свеча. Исполните все добротой, изменится земля. Исполните все добротой, изменится земля. Адвент приходит с вестью к нам, четвертая свеча. Господь придет, не замедлит, прими его дитя. Господь придет, не замедлит, прими его дитя. Да. Еще раз. Что такое Рождество вообще? Это день рождения, да? День рождения чей? День рождения Иисуса Христа, нашего Господа. Именно в этом вся суть праздника Рождества, да? И знаете, я бы хотел, чтобы мы посмотрели, послушали поздравления нашего начальствующего епископа. Знаете, что наша церковь входит в Российский объединенный союз христиан веры евангельской. И наш начальствующий епископ – это Сергей Васильевич Риховский, человек, который очень много сделал для евангельского движения в России. Он также является членом президентского совета по духовности, по семье, и член Общественной палаты Российской Федерации уже 8-го созыва, и все 8. По-моему, это единственный человек, который во всех 8 созывах, он неизменно там по президентской квоте. И можно вывести на экран поздравления? Возлюбленные братья и сестры, драгоценная Церковь Христова, от всего сердца и с великой радостью поздравляю нас всех с Рождеством Христовым и наступающим новым 2024 годом. Надеюсь,
что многие уже чувствуют атмосферу предстоящих праздников, главным из которых, конечно же, является Рождество Христово. Христос родился, великая любовь Божья явилась в наш грешный мир. Как написано в Евангелии от Луки, слава вышних Богу, и на земле мир, и в человеках благоволение. Удивительные слова, открывающие нам смысл события, происшедшего много лет назад. Рождение Иисуса Христа прославило Всевышнего Бога, принесло мир на землю и явило благую волю для каждого человека. Благодарю Бога за Его милость, благость, безмерную любовь, которую Он являет каждый день. Благодаря Ему мы живем, движемся и существуем. Несмотря на то, что потрясения и катаклизмы во всем мире только умножаются, мы не должны забывать, что Христос никогда не оставит нас. Желаю вам плодотворно исполнить божественную миссию, твердо стоять в вере и каждый день нового 2024 года надеяться на Господа. Великий псалмопевец написал: «Мужайтесь, и да укрепляется сердце ваше, все надеющиеся на Господа, с Рождеством Христовым и Новым годом». Да, еще раз всех с Рождеством. У меня вопрос. Как бы кто давно в нашей церкви, ответ знаете, поэтому не торопитесь отвечать. Но почему 25 декабря и 7 января, кто знает? Знаете, я просто смотрю, иногда по телевидению также говорят, кто-то называет католическое Рождество, что на самом деле, не совсем правда, потому что даже православные, многие епархии, они празднуют также 25 декабря, но вы знаете, что... Дети, можно вас попросить туда отойти? Здесь не надо прыгать, вы мешаете остальным людям. Вот туда, вот там сзади есть подушечки, и там можно попрыгать. Смотрите, на самом деле, вы знаете, что даже русская православная церковь, она празднует тоже 25 декабря. Все празднуют 25 декабря. И всегда было 25 декабря. Разница только лишь в календаре. Нет, они празднуют 25 декабря, которое по старому стилю или по юлианскому календарю выпадает на 7 января в этом году. Я сейчас коротко расскажу, я не знаю, сколько раз можно про это говорить. Если кто-то уже слышал, наберитесь терпения. Вы все знаете, что, может быть, не все знают, но в России раньше, вот до Петра, у нас летоисчисление, оно вообще было от основания мира. То есть во время Петра там был 7000 какой-то там год шел. Потом указом Петра все перешли на исчисление мира от Рождества Христова. То есть вот сейчас у нас какой год? 2023. Мы ожидаем, что вот-вот наступит 2024. Это с какого момента летоисчисления? Это от Рождества Христова. Более того, в России всегда, даже если вы посмотрите революционные открытки какие-то, знаете, там всегда от РХ писалось, например, от Рождества Христова, либо после Рождества Христова. Когда наступила советская власть, в связи с тем, что не очень приветствовалось всевозможные религиозные течения, да, заменили символику на нашей эры и до нашей эры. Но это от Рождества и до Рождества. Как вообще высчитывается календарь, кто знает? Я надеюсь, ни для кого не секрет, что у нас Земля круглая. Привет всем поклонникам теории плоской Земли. Но вот Земля у нас круглая, она вращается вокруг собственной оси. За один оборот у нас проходят сутки, 24 часа. При этом у нас Земля вращается вокруг Солнца. И за один оборот вокруг Солнца 365 дней проходит. Но вы знаете, там не ровно 365 дней, там есть небольшие десятые. И вот эти вот десятые, вообще вот этот календарь, вот старый, юлианский. Да, я сейчас расскажу про это. Смотрите, у нас во времена Юлия Цезаря, почему календарь
календарь назывался юлианский. Астрономы в городе Александрия, это в Египте, да, тогда это была Римская империя, они вычислили и приняли вот этот юлианский календарь, в котором 365 дней в году, и каждый 4-й год он высокосный, то есть наступает 29 февраля. Почему? Потому что вот эти вот десятые, которые Земля крутится, за 128 лет накапливается один полноценный день. Но этот календарь, он оказался неточный, в том смысле, что там больше набирается. И вот Григорианский календарь, который принял Папа Римский, Григорий, это было в 17 веке, в 16 веке, не весь мир сразу на него перешел. Россия перешла на него только в советское время уже, да. Кто вот есть старшее поколение, вы помните, Великая Октябрьская социалистическая революция, когда ее праздновали? 7 ноября был праздник и парад, а революция была 25 октября. Вот эти как раз 13 дней, 14 дней по старому стилю и по новому. То же самое все. То есть вы понимаете, да, что весь мир празднует 25 декабря. Разница только лишь в календаре. Когда советская власть, она перешла на Григорианский календарь, и весь мир практически перешел, не сразу, постепенно, государство за государством. Русская православная церковь отказалась переходить на Григорианский календарь. И я подозреваю, почему. Потому что, ну, скорее всего, нам никакой папа не указ. Мы как жили, так и будем жить. Но факты и наука – вещь упрямая. И вот эти дни, они никуда не деваются, они накапливаются. И вы знаете, что ну, вот в 21 веке еще на 7 января выпадает Рождество. Но если они не перейдут, то в следующем веке это будет уже 8 января. Просто потому, что накопится еще один день, и оно уйдет туда. Я надеюсь, мы с этим разобрались. Единственное, что я вам хочу сказать, знаете, вот так жалко людей, которые так много этому времени уделяют. Они спорят и бьют себя в грудь и кричат одни, что наша вера правая, нет, наша вера правая, нет, нужно 25-го, нет, нужно 7-го. И доходит до смешного, что люди готовы убивать друг друга. Хочется спросить, вы о чем вообще спорите? Сам факт-то в чем заключается? В том, что на эту землю пришел Бог во плоти. Что у Бога был изначально план для спасения всего человечества. В этом радостная весть. Но дьявол, он пытается запудрить мозги и утянуть людей на непонятное обсуждение чего. Поэтому в нашей церкви мы празднуем и 25-го, и 7-го. И если еще кто-то будет праздновать, мы только за. Как бы, да, много праздников не бывает, жизнь тяжелая, поэтому мы сейчас будем продолжать, и у нас есть несколько рождественских песен, и можно не вставать, наверное. Вы можете сидеть, чтобы вам не утомляться, у нас есть сильные музыканты, которые постоят. Вот, давайте мы дальше продолжим. Каждый день ранним утром я жажду познавать тебя, сердцем сокрушенным пред тобой. Божий Дух наполнит дом, мир и свет в сердце моем. Вновь пойду я в новый день для тебя. Божий
омыла грех мой. Прославлять смысл жизни каждый день, о-о, я бегу в твои объятия, Бог. Ты со мною, твой дух ведет меня и наполняет своей силой. Ты живой Бог, найди нам чудеса, ты покажи нам свою славу. Ты со мною, твой дух ведет меня и наполняет своей силой. Ты живой Бог, найди нам чудеса и покажи нам свою славу. Аллилуйя! Бог живой! Мы славим Тебя, наш Бог! Каждый день открывает двери Царства Твоего. И когда мы в это верим, нам возможно все. Каждый день все пути открыты, выбирай любой. Дай нам, Боже, благодати выбирать любовь. Каждый день открывает двери Царства Твоего. И когда мы в это верим, нам возможно все. Каждый день все пути открыты, выбирай любой. Дай нам, Боже, благодати выбирать любовь. Любовь Твоя живет внутри меня. Что Ты творишь, хочу творить и я. Что видишь Ты, что в сердце у Тебя. Пусть открывает нам любовь Твоя. Любовь Твоя живет внутри меня. Что Ты творишь, хочу творить и я. Что видишь Ты, что в сердце у Тебя. Пусть открывает нам любовь Твоя. Каждый день приближает вечность, ярче свет вдали. Не дай нам, Боже, впасть в беспечность, в объятия земли. Дай всем в сердце устремиться к вышнему огню и лететь в душе, как птицы, к царству Твоему. Любовь Твоя живет внутри меня. Что Ты творишь, хочу творить и я. Что видишь Ты, что в сердце у Тебя. Пусть открывает нам любовь Твоя. Любовь Твоя живет внутри меня. Что Ты творишь, хочу творить и я. Что видишь Ты, что в сердце у Тебя. Пусть открывает нам любовь Твоя.
Твоя живет внутри меня. Что Ты творишь, хочу творить и я. Что видишь Ты, что в сердце у Тебя. Пусть открывает нам любовь Твоя. Любовь Твоя живет внутри меня. Что Ты творишь, хочу творить и я. Что видишь Ты, что в сердце у Тебя. Пусть открывает нам любовь Твоя. Слава Богу. И, дорогие, вы не вставайте, пожалуйста. В нашей церкви также заведено, что мы молимся за нужды, которые у нас есть. И я предлагаю сейчас помолиться также. Можно не вставать, давайте сделаем это сидя. Хорошо? Отец Небесный, Господи, мы благодарим Тебя за всякую милость и благодать, которая есть для нас. Девочки, если вы потише будете себя вести, будет чуть-чуть, будет здорово. Господи, мы просим Тебя прежде всего за каждого болящего в нашей церкви, Господь. У кого есть какой-то недуг, может быть, тот, кто сейчас здесь находится в зале, у тебя есть какая-то болезнь. Прямо сейчас, Господи, мы просим Тебя, Отец, о божественном здоровье в жизнь каждого человека. Пусть всякая болезнь, она пройдет, Господи. Мы просим Тебя об исцелении, Господь. Ты великий Бог, который может творить чудеса, который силен исцелять. Господи, более того, Ты сказал, что ранами Христа мы исцелились. Господи, мы принимаем это в жизнь каждого человека и провозглашаем божественное здоровье. Господи, Господь, мы просим Тебя за наших братьев, которые сейчас поехали в миссионерскую поездку в Вилюйск и еще заезжают в какие-то поселки. Господь, благослови их дорогу обратно, Господь, благослови их служение там, где они находятся, Господи. Пусть они вернутся домой живые и невредимые, Господи, в целости и сохранности. Господи, мы просим Тебя также за нашу сестру Анастасию Димову, которая сейчас находится где-то в тундре, в командировке, Господь, и она хочет вернуться домой хотя бы 1 января. Господь, сделай так, чтобы все планы ее состоялись, чтобы она купила билеты, чтобы она приехала. Просим Тебя, Господи. Господь, мы просим Тебя также за руководство нашего города, нашей республики и нашей страны, Господи. Просим Тебя, Господь, укрепляй этих людей, которых Ты поставил во власть. Господи, дай им мудрости, как поступать, дай им правильных советников, Господь, и дай им не идти на компромисс со своей совестью, Господи. Пусть принимают правильные решения, Господь, и пусть жизнь людей в нашей стране, в нашей республике и в нашем городе, она меняется к лучшему. И весь Божий народ сказал: аминь. Да будет так. Еще одна немаловажная часть служения в церкви – это пожертвование. И прямо сейчас можно вывести реквизиты для электронных пожертвований, и также можно ведра, если у кого есть хрустящие бумажки. Вот, если вы первый раз в церкви, и вас что-то смущает, вообще не переживайте, это добровольно, это вообще никакие не поборы и нет никакого осуждения. Но все люди взрослые, все понимают, что у нас за все отвечают деньги в нашем мире, и мы сидим в тепле, и кто-то за это платит. И это платим мы с вами за то, что мы даем, то, что братья поехали в миссионерскую поездку. Это тоже из наших пожертвований. И вы знаете, например, вот подарки, которые мы организовывали, вот недавно раздавали здесь детям, это тоже кто-то за это заплатил. И кто? Покажи на себя. Это ты и я. Мы с тобой. Хорошо. Знаете, я хотел бы немножко продолжить и сказать, что у нас скоро Новый год. Кто елку поставил уже? Знаете, я еще до сих пор не поставил и понимаю, что время уже 25-е, елки нет. Когда дети подрастают, как-то начинаешь рукой махать на себя, да, и как-то, наверное, это неправильно. Но
Я хочу обратить ваше внимание, у вас елка какая, новогодняя? Вы знаете, что вообще традиция была, это рождественская елка на самом деле. И до революции елки, они всегда назывались рождественские. И они наряжались именно к 25 декабря. И вот эта вся атмосфера праздника, семейности, то, что мы дарим друг другу подарки, то, что мы должны встречать это дома. И вот эта вся атмосфера, она во всем мире именно на Рождество. И это рождественская елка. У нас в стране была сложная история, 3 революции, и в какой-то момент государство, оно боролось с церковью, так скажем, и пыталось отделить все религиозные праздники от светских, и произошла подмена многих праздников на какие-то такие. И очень успешно, одна из самых успешных замен, это рождественская елка, она стала новогодней. И все вот это переехало туда, но если вы обратите внимание на старые фотографии, например, вы знаете, на елочках всегда что там? Там Вифлеемская звезда. Красная звезда стала чуть позже на елке. Вот. И всегда поздравления все они были именно с Рождеством. Я к чему это говорю? Вы знаете, сейчас уникальная ситуация в мире. Я даже рад, что в нашей стране так произошло. Почему? Потому что Рождество, оно естественным образом отделилось от празднования Нового года. И сейчас, когда весь мир, вы знаете, он сходит с ума, в том смысле, что, даже у нас, вы заметили, что в городе стало очень сложно ездить. Я куда-то еду, я закладываю 10-15 минут, вместо этого я еду 40 минут. Потому что такое чувство, что весь город куда-то едет. И все что-то покупают, в последний момент в торговые центры невозможно зайти, и кто-то берет подарки. И вот это сумасшествие, вы знаете, на Западе еще хуже, потому что всем нужно подарить подарки, нужно все успеть. И вот эта суета, она настолько затягивает, и это все на Рождество. И люди уже давно забыли смысл праздника, что мы празднуем рождение Иисуса Христа, что это Бог, который пришел на эту землю во плоти. Вы понимаете? В России сейчас, когда все отгуляют, все праздники уже все выдохнули, и наступает 7-е. И люди, знаете, такие уже отгулявшие, отдохнувшие. Тот, кто идет, вот, например, в православные храмы, человек уже идет осознанно праздновать Рождество. И лично меня это не может не радовать. Но при всем при этом, вы знаете, что происходит вообще на Западе? Происходит отход не только от каких-то традиционных ценностей, но даже рождественские, вы знаете, во многих городах люди, например, в Европе, вот я помню, знаете, когда еще какие-то у нас взаимоотношения были, буквально пару лет назад, я помню, правительство Российской Федерации подарило елку рождественскую, по-моему, во Францию, в какой-то город, потому что они сказали, во-первых, у нас нет денег, бюджет ограничен, а во-вторых, у нас очень много мусульман, и мы как бы боимся их обидеть. Что это нетолерантно ставить елку, потому что религий много, и вот это мультикультурология и так далее, бла-бла-бла. Вы знаете, так можно зайти совсем далеко. Меня не может не радовать, что в нашем государстве, знаете, мы возвращаемся к традиционным ценностям. Вы знаете, что у нас и год семьи, и приоритеты вообще семье, и детям. И вот я вспоминаю, например, свое советское детство. И как бы государство советское не ругали, знаете, я так иногда слушаю, вы где выросли? И вот я лично не могу пожаловаться на свое детство. В том смысле, что, знаете, я здесь недалеко вырос, на квартале, нос до сих пор сломан и дышу плохо. Но, вы знаете, в Советском Союзе был культ детей вообще, культ детства, пионер-лагеря, всякие секции, хоккей, шахматы и так далее, и так далее. И какое-то время я жил в Америке, и вы знаете, для меня было шоком, что детский сад это очень дорого. Это просто нереально дорого. И причем это только до 4 часов. Потом ты должен нанять какую-то няню. Это все стоит каких-то неимоверных денег. И государство вообще об этом не заботится. Вы понимаете, слава Богу, что у нас по-другому. И я рад, что мы возвращаемся к этому. Потому что если не семья, то кто позаботится о детях? Знаете, это наша обязанность родителей. Итак, меня радует, что мы празднуем Рождество дважды. Меня радует, что мы празднуем Рождество осознанно.
и мы не смешиваем все в одну кучу. Но я хотел бы вам напомнить, что это светлый праздник на самом деле. Знаете, есть еще самый важный праздник в церкви – это Пасха, когда мы празднуем воскрешение Иисуса Христа из мертвых. Но, вы знаете, без того, чтобы, если бы Он не родился, не было бы вообще ничего. Вы понимаете, что вся суть праздника в том, что на самом деле Бог, Он никогда не забывал про этот мир. Он не махнул на нас рукой. Ему не все равно. Он всегда планировал рождение своего Сына как искупление за твои грехи и за мои грехи. И вы знаете, в чем отличие верующего от неверующего человека? Вот коренное отличие. Вы знаете, они могут быть абсолютно одинаковые. Знаете, верующие, они ничем не лучше, кожа у них не белее, они ничем не чище, и порой они делают не очень хорошие вещи. Но разница вся в том, что верующий человек, у него есть надежда не потому, что он такой хороший, не потому, что он что-то заслужил, а потому, что он верит в Иисуса Христа, и через эту веру ему все прощается. Не в том смысле, что ему все дозволено, и теперь буду делать все, что хочу. Но все, что ты совершил когда-то, это все прощено и все забыто. В этом суть Рождества. Пришел тот, кто позаботился о твоем прощении. Ты праведен перед Богом, ты чист перед Ним. Не потому, что ты такой хороший. Потому что, навряд ли у нас есть такие. У каждого, если поскрести, что-нибудь да найдется. Но Бог, Он не смотрит на тебя напрямую, Он смотрит на тебя через Иисуса Христа. В этом вся суть. Поэтому, знаете, это очень радостно, что тебе не нужно рассчитываться за свои грехи, за свои поступки, но ты чист перед Богом. Поэтому давайте радоваться. Христос родился, среди ночи стало светло. Христос родился, наши души возвеселил. Христос родился, с нами Бог наш Эммануил. Ой, великая радость, ой, не время для слез. Ой, великая радость, нам родился Христос. Ой, великая радость, ой, не время для слез. Жизни рассвет. Христос родился, для печали повода нет. Христос родился, ярко светит в небе звезда. Христос родился, не оставит Он нас никогда. Ой, великая радость, ой, не время для слез. Ой, великая радость, нам родился Христос. Ой, великая радость, ой, не время для слез. Вечно Его любовь. Христос родился, Он сейчас между мной и тобой. Христос родился, веселись мое сердце и пой. Ой, великая радость, ой, не время для слез. Ой, великая радость, нам родился Христос. Ой, великая радость, ой, не время для слез. Ой, великая радость, нам родился Христос. Ой, великая радость.
Под кроной старого тополя пили, плясали и топали, кострами пахли и ветрами, в святую радость одетые. Улыбались новому миру мы, струны рвали, дышали рассветами. Смотри, смотри, зашла, зашла звезда, наша с тобой звезда. И все сердца, сердца осветила она, звезда Вифлеемская. Это звезда Христа. Это звезда Христа. Это звезда Христа. Это звезда Христа. Все бородатые взрослые считали нас несерьезными. Мы превратились опять в детей и танцевали среди полей. И было ангелами, ангелами, ангелами небо полно. В нас благоволение твое, младенцы, спасение мое. Смотри, смотри, зашла, зашла звезда, наша с тобой звезда. И все сердца, сердца осветила она, звезда Вифлеемская. Это звезда Христа. Это звезда Христа. Это звезда Христа. Это звезда Христа. И наша песня летела ввысь, мы в этих звуках в одно слились, неслись над старыми кленами и над потоками горными. Смотри, мы выше седых вершин, по небосводу с тобой бежим. Войдем в твой город, мы золотой, мы победим этот мир с тобой. Услышим там голоса царей и миллионы твоих людей, твоих детей поют о любви твоей. И в этот миг забудем все горе мы, и от земли оторвемся с корнем мы, и у престола царя царей мы будем коронованы. Смотри, смотри, зашла, зашла звезда, наша с тобой звезда. И все сердца, сердца осветила она, звезда Вифлеемская. Это звезда Христа. 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 Белый снег кружится над землей. Рождество приходит к нам с тобой. Столько лет ждала его земля. Теперь и ты, и я увидели тот свет. И снова в сердце радость Рождества, и музыкой наполнена земля. И снова говорим и ты, и я с Рождеством тебя. И снова в сердце радость Рождества, друг другу повторяем ты и я.
навсегда. Рождество нам вычеркнуть нельзя. Новый свет сияющей звезды мы видим, я и ты. 2000 уж лет, и снова в сердце радость Рождества, и музыкой наполнена земля, и снова говорим и ты, и я, с Рождеством тебя. И снова в сердце радость Рождества, друг другу повторяем ты и я, такие сердцу близкие слова. С Рождеством тебя, с Рождеством. И снова в сердце радость Рождества, и музыкой наполнена земля, и снова говорим и ты, и я, с Рождеством тебя. И снова в сердце радость Рождества, друг друга повторяем ты и я, такие сердцу близкие слова. С Рождеством тебя, с Рождеством тебя. С Рождеством! С Рождеством! Слава Богу за все. И, как я уже говорил, вы знаете, к сожалению, к нашему сожалению, наверное, к радости музыкантов, у нас некоторые, они работают в театрах, и у них репетиции, и концерты, и мы вынуждены с ними попрощаться. Давайте мы им поаплодируем, потому что было хорошо. Ребят, спасибо вам. Знаете, у меня такое прям желание, у нас на Пасху нет таких прямо вот гуляний, спектаклей, потому что, ну, вот 7 января, это еще и выпадает и на воскресенье, и это прямо выходной праздник, и вы знаете, что, ну, нереально просто музыкантов, то есть они все будут на спектаклях, вот. Ну, а сейчас у нас крестики нарисуют, и у нас есть группа танцев, «Танец Аллилуйя» называется, и я не вижу, где у нас режиссер-постановщик и хореограф. А, вот Катя Гамбоева, она поставила танец с нашими детками, и они сейчас нас поздравят. Сейчас мы дождемся, когда все музыканты они выйдут, чтобы никого не затоптали в процессе. Спасибо, Бог, за лунный свет, за дивный мир других планет, за каждый миг, который проживу я. За радость, грусть, за свет и тень, за самый лучший в жизни день, за каждый новый вдох мой. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Спасибо, Бог, что ты со мной, за каждый новый день земной, за все, что в этом мире так люблю я. За шум листвы, за дождь и снег, минут не
Прости, что эти люди злы, что в мире сумрака и мглы живут, все вопреки собой воюя. Позволь забыть, простить, любить и жить добром, и просто быть во благо этой жизни. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Спасибо, Бог, за лунный свет, за дивный мир других планет, за каждый миг, который проживу я, за радость, грусть, за свет и день, за самый лучший в жизни день, за каждый новый вдох мой. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Слава Богу! Давайте мы еще раз аплодисменты дадим. Вы заметили, как уровень растет, да? И еще раз. Это я. Хореографу и постановщику Екатерине Конбоевой тоже низкий поклон. Спасибо большое, что занималась нашими детьми. И сейчас я хочу пригласить на сцену Тихонову Еву с сестрами Дашей и Асей. И Еву вы уже видели на видео. Она песенку пела, кстати, тоже. Это же она пела? Да. В студии записала. Пела очень хорошо. И они также исполнят песню с подтанцовкой, неописуемый. Давайте мы их поприветствуем. Тебе нужен микрофон? Ты с микрофоном будешь петь? Ты не помнишь, какой ты микрофон брала? Желтый. Вот меня никто не предупреждал, что я буду раздателем микрофонов. Я только объявлять должен. Тут все как бы плохо. Тут нет четвертого. Знаете, самый последний именно тот, который нужен. Ну, как обычно. Итак, все, внимание на сцену. Через воды и стал так близко, все изменил. Ты показал мне смысл жизни. Подождите. Тихо. Давайте разойдемся все по местам. Да. Ребенка никто не предупредил, что там есть кнопка. Она не включила микрофон, потом не попала. Еще у него мониторов нету. Давайте мы еще раз поприветствуем. Давайте, все заново. Все включено, все хорошо. Неописуемый такой мой Бог, во всех путях своих прекрасен мой Господь. Позвал меня ты через воду и стал так близко, все изменил. Ты показал мне смысл жизни, свое спасение и новый день. Пою я, нет слов, чтобы описать, прекрасен в своих путях, о Иисус. Открыл ты мои глаза, прекрасен
пишу я, моя награда быть с тобой. Войну ты выиграл, я в твоем царстве, тебя прославлю, прими хвалу, я восхищаюсь. Нет слов, чтобы описать, прекрасен в своих путях, о Иисус. Открыл ты мои глаза, я в сердце твоем всегда. Мой Господь неописуемый, неописуемый, неописуемый. Слава Богу. Вот теперь его нужно выключить. Я хочу пригласить на эту сцену Куликова Вениамина с песней «Ты говоришь». И я хочу, чтобы мы поддерживали наши молодые дарования, потому что когда ты стоишь на сцене и на тебя смотрят люди, которые не улыбаются и чего-то от тебя ждут, знаете, тут даже взрослые иногда теряются. Поэтому давайте мы детей поддерживать. И ей было очень тяжело, потому что у нее не было мониторов, она себя не слышала. Давайте, да. Вот там не видно Вениамину, там ему тоже микрофон ставят. Пока у нас идет отстройка, я запомню неловкую паузу. И просто, надеюсь, я вам не надоел, как бы с нравоучениями, с какими-то. Знаете, у меня такая мысль пришла, напомнить вам просто. Знаете, несмотря на всю историю человечества, вы знаете, какие-то неурядицы, войны, это было всегда. Но вы знаете, люди никогда не переставали праздновать Рождество. Во время гражданской войны в России, знаете, белые и красные, и по ту сторону люди, они праздновали Рождество. Вы знаете, во время Великой Отечественной или Вторая мировая, и там были христиане, они праздновали. И вы знаете, когда Иисус, Он пришел на эту землю, Он пришел в государство Израиль, которое было оккупировано на тот момент Римской империей, и многие люди, они от Него ожидали, что Он будет что-то делать, что Он как-то позаботится, они Его принимали как земного царя. Но вы знаете, у Бога гораздо более высокие планы, и Он пришел не для того, чтобы просто спасти Израиль, но спасти все человечество. Он пришел для всех людей, в том числе для тебя и для меня. И сейчас, когда, вы знаете, у нас вот проходит специальная военная операция, и я придерживаюсь такой же точки зрения, у меня куча друзей на Украине, и, знаете, один народ, и желание любого нормального человека, чтобы это скорее закончилось. И, знаете, у нас есть, мы принадлежим, мы граждане одного государства, они граждане другого государства. У каждого есть, наверное, гражданский долг какой-то. Но я просто призываю вас быть выше этого. Знаете, написано, что кесарю кесарево, государству мы отдаем то, что мы ему должны. И у нас многие из нашей церкви были призваны и служат, но, знаете, оставаться выше этого, знаете, Рождество, и мы можем служить нашим братьям и сестрам здесь сейчас и заниматься этим. Аминь. Все. Вениамин. I keep fighting
every single line that tells me I will never measure up. Am I more than just the sum of every high and every low? Remind me once again just who I am, because I need to know. Ooh, oh, you say I am low when I can feel things. You say I am strong when I think I am weak. You say I am held when I am falling short, when I don't belong. Oh, you say I am yours, and I believe. Oh, I believe what you say of me. Oh, I believe. С голосом в себе боюсь, что шепчет мне пытаться взгляд. С каждой ложью, что твердит, недостижима цель твоя. Взлет с падением свожу, и с чем останусь я тогда? Напомни еще раз мне, кто я есть, чтоб знать наверняка. You say I'm loved when... Ой, любимое дитя, хоть чувства все немы, ты говоришь силен, хоть силы все ушли. Ты говоришь, держись, когда сдаюсь опять, и когда чужой я всем. Ты говоришь, я твой. О, верю я, и верю я всем твоим словам, и верю я. О, верю я, и верю я всем твоим словам, и верю я. Очень красиво. Плохо видно. Как бы, да, только кончик шляпы из пюпитра было. Но вы обратили у нас внимание, Татьяна Игоревна, она с удачного ракурса снимала. Кому нужно, там потом все есть. Как бы, да. Я хочу рассказать вам короткие новости. Вы знаете, я, помните, говорил все время, что мы хотим сделать более-менее свет в зале, на сцене. И у меня радостные вести. Вот первый этап, который нам сделали, вы знаете, мы все оплатили уже, и теперь мы просто ждем. Как бы оказалось, что Новый год — это не самое удачное время что-либо заказывать, как бы, да, все идет не спеша, так скажем, да. Но надеемся, что в январе у нас уже что-то будет, что-то придет, и у нас будет какой-то свет, поэтому слава Богу за это также. Сейчас я хочу пригласить еще раз Вениамина и его брата Алексея, и с песней «Ангелы поют». Давайте поприветствуем молодых восходящих звезд. Знаете, когда у нас проходила репетиция, меня родители спрашивали, а можно выдать радиомикрофоны? Я говорю,
У нас даже и группа прославления без радиомикрофонов поет, потому что не накопили еще. Поэтому... Наступило Рождество, Иисусу поздравления, будем славить мы Его в день рождения. Царь царей Спаситель наш, Он пришел на эту землю, я спасение Его всей душой приемлю. Ангелы поют, славу воздают, величат царя царей. Нам Христос рожден, счастье только в нем. Аллилуйя. Ангелы поют, славу воздают, величат царя царей. Нам Христос рожден, счастье только в нем. Аллилуйя. Я пред Господом моим низко преклоняюсь, Его именем святым я навек спасаюсь. В день рождения Христа я хочу отметить, что так чудно с Богом жить, всей душою верить. Ангелы поют, славу воздают, величат царя царей. Нам Христос рожден, счастье только в нем. Аллилуйя. Ангелы поют, славу воздают, величат царя царей. Нам Христос рожден, счастье только в нем. Аллилуйя.
Слава Богу. Заметили, да, у нас уровень растет. Есть прямо уже следующее поколение. Мы еще основную группу прославления не можем отстроить, но уже следующие растут. Давайте мы также сейчас поприветствуем Елену Рощину с песней «Аллилуйя». Благословен тот день, тот час, когда звезда любви зажглась, явилась людям всем благоволение. Открылся нам Иисус Христос, спасение миру Он принес, прославим Его имя, аллилуйя. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Родился, чтоб спасти меня, от зла любовью охраня. Ты видишь, в небе ангелы ликуют. Иисус мой Бог, Ты мой Отец, о, как сияет Твой венец! Господь, Ты так прекрасен! Аллилуйя! 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 Я буду петь хвалу Тебе, ведь Ты теперь живешь во мне, и благодатью лишь Твоей дышу я. Ты спас меня и оправдал надеждою моей уста. Я поднимаю руки, аллилуйя! Аллилуйя, 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 Слава Тебе, Господь, Ты достоин всей хвалы. Аллилуйя. Да, давайте дадим бурные аплодисменты, потому что очень тяжело петь, когда у тебя в подтанцовке сами ангелы, и попробуй с ними конкурировать, когда они забирают все внимание на себя, да? Слава Богу. У нас остался на самом деле последний номер, гвоздь программы, не побоюсь этого слова. И прежде чем исполнители выйдут на сцену, я хочу сделать небольшой анонс. Если вы гость в нашей церкви первый раз, я хочу вам сказать, что каждое воскресенье, без исключений,
в 11 часов утра здесь проходят воскресные богослужения. Добро пожаловать. Если вас что-то коснулось, если вы хотите узнать больше, в воскресенье в 11 часов, любое, я не знаю уже сколько лет, даже пандемия нам не помешала, хотя мы закрывались, когда болели все, делали онлайн-трансляцию, закрывали дверь, чтобы никто не приходил. Кто был в прошлом году на собрании на Рождественском? Вы помните самый хитовый номер? Да? Это была наша молодежная группа, которая делала сценку. Я не знаю, что будет сейчас, но у меня, знаете, после того, как они задали такую высокую планку в прошлом году, надо очень сильно постараться как бы в этом, чтобы все прошло хорошо. Я полон ожидания. Давайте мы дадим аплодисменты, поддержим их. Каждый год мы готовим праздник, из вас каждый в этом участник. Мы все это событие ждем, с Рождеством, Рождеством, Рождеством. Настало время готовиться мне, пусть проповедь придет во сне. Сей праздник Божье торжество, Рождество, Рождество, Рождество. Мы команда прославления, наша страсть приносит настроение. У нас есть все инструменты для вас, барабаны, клавиши, контрабас. Давай не будем просто так тут стоять, лучше вместе Бога прославлять. Ведь это Божье торжество, Рождество, Рождество, Рождество. Молодежку надо провести, потом ребят всех развести. Дел, как всегда, миллион. Ох, где же он, наш Семен, наш Семен? Дайте-ка я всех обниму, плату за это я не возьму. Имейте вы все в виду, я вас всех так люблю, так люблю. Мы все в церкви собрались, свечи яркие зажглись. Давайте вместе встретим его, Рождество, Рождество, Рождество. Мы все в церкви собрались, свечи яркие зажглись. Давайте вместе встретим его, Рождество, Рождество, Рождество. Раз. Знаете, я могу сказать, что молодежка стала старше. В прошлом году было более зажигательно. Сейчас так мудро. Здорово. Прежде чем мы спустимся вниз, мы можем продолжить. Можно остаться здесь, можно пообщаться здесь. Внизу нас ждет какая-то трапеза. Я надеюсь, я не спускался, но что-то должно быть. Я хочу выразить огромную благодарность всем людям, кто каким-то образом был причастен вообще к сегодняшнему празднику, к богослужению. Обратите внимание на нашу елку. Скажите, елка просто замечательная. Я бы даже сказал, отличная. Да, огромное спасибо. Это молодежка наряжала в том числе. Всем, кто сделал. Да. Также огромное спасибо Дмитрию Петровичу за то, что чистил, убирал, пылесосил. Давайте отдельные аплодисменты медиакомандам. Вы заметили, что у нас все гораздо лучше. Со звуком, с текстом, с картинкой, которая, пропасть, я бы сказал, между прошлым годом и этим годом. Не побоюсь. И вы знаете, это только лишь жалкое начало. Добро пожаловать в следующем году. Я верю, что будет еще лучше. Также я боюсь кого-нибудь забыть. Любой человек, кто вообще что-то делал. Знаете, сегодня еще особенный день. Мария Пак внизу, да, наверное, бутерброды режет. У нее сегодня день рождения. Да, можете благословить ее. Ей огромное спасибо
также за то, что вот кто-то сидит в зале, а кто-то хлеб режет. Вот, ну, еще раз, дорогие, с Рождеством вас всех. И у меня, знаете, такое пожелание. Я понимаю, что завтра рабочий день, канун Нового года, но, может быть, сегодня взять. Еще раз, дата – это не так важно. Вы же понимаете, что вот прямо точно есть косвенные причины, по которым люди поставили 25 декабря как день рождения Иисуса Христа. Была там перепись, были определенные какие-то события исторические, к этим датам привязались и вот решили, что 25 декабря. Но точно никто не знает. И я вам скажу такую вещь, это и не важно. Важен сам факт, что Иисус Христос, Он пришел на эту землю, что Он умер за тебя, что твои грехи прощены. Еще раз, внимание. Все твои грехи, они прощены. Тебе не нужно себя, знаете, уничижать и говорить, что я недостоин, и всякое такое, и я плохой, и все такое. Я тебе скажу, да, ты недостоин, но Иисус Христос умер за тебя, за недостойного. И не потому, что ты такой хороший, но потому, что Он все сделал, ты прощен. Еще раз, с этой мыслью уделитесь время семье, если она у вас есть. Если дети с детьми, муж, жена с женой, с супругом проведите время. Потому что нужно сеять в отношения, вы знаете. Если пренебрегать этим, ничем хорошим это не кончится. Еще раз, дорогие, с Рождеством. Добро пожаловать в следующее воскресенье. Это будет 31 декабря. Особенно отважные придут, я так понимаю. У нас вообще такое все интересное. Там, то 1 января в воскресенье выпадает, то 31 декабря. Добро пожаловать здесь, в 11 часов будем вас ждать. А так, с миром Божьим, по домам. Господь пусть благословит вас. Спускаемся вниз, попьем чаю, пообщаемся. Все.